Пути решения острых вопросов в управлении жилфондом обсудили в Общественной палате Коми. Сегодня состоялась первая встреча большого цикла круглых столов в формате дискуссии с участниками отрасли ЖКХ. Это самая чувствительная сфера для жителей региона. На основе проведенного опроса во всех городах и районах Коми представители общественной приемной главы республики представили обзор конкретных проблем. Как их решить? От участников встречи уже поступили первые предложения. Детали у Ольги Коняевой. В общественную приемную главы Коми поступило около сотни вопросов. Управление многоквартирным домом, коммунальные услуги, расчет платы за ЖКУ, сроки и качество капремонта, благоустройства придомовых территорий. Это 5 основных тем, по которым у людей и есть вопросы. Оказание коммунальных услуг. Здесь вопрос стоит о качестве цены, о качестве работы, о цене и о клиентском сервисе. То есть сегодня люди не хотят общаться с автоответчиками. Для них очень важно живое слово, чтобы они могли обратиться и получить полную информацию. Возможность живого общения по коммунальным темам минимальна, но все-таки остается. Однако сотрудники сферы ЖКХ советуют все же научиться пользоваться электронными сервисами. Это курс всей страны. Так или иначе мы будем к цифре идти, и это не только удобно для ресурсоснабжающей организации, но это, безусловно, удобно и для самих потребителей, когда они начинают этим пользоваться, когда они это осознают, когда они понимают, что все проблемы, вопросы, там, передать показания, платить, посмотреть баланс, там, посмотреть на квитанцию, задать вопрос, получить ответ, переоформить договор, они могут просто сидя у себя дома там, за компьютером, в общем-то, тогда это все решается. Остро стоит вопрос сроков и очередности капремонтов. Одни готовы платить и больше, если знать, что вот-вот настанет заветный день. Другие капремонта уже не ждут и копят долги. У дома с низкой собираемостью шанс попасть в программу отодвигается. И этот замкнутый круг предстоит разомкнуть рабочей группе по вопросам ЖКХ. Те предложения, которые сегодня звучат и в дальнейшем будут звучать на узкотематических круглых столах, мы будем направлять как законодателям нашей республики в Государственный совет, так и в правительство Республики Коми, если речь идет о необходимости корректировки тех или иных госпрограмм. При этом мы понимаем, что часть проблем, она, скажем так, касается всех без исключения регионов, и на нашем уровне изменить систему невозможно. Поэтому часть наших инициатив будет направляться на федеральный уровень в Москву. По каким правилам проводить общие собрания, в каких случаях и как сменить управляющую организацию, недопонимание и в этой теме. Показательная ситуация в Ухте, где сразу 80 домов перешли под управление новой компании. Жители были не в курсе и не участвовали в собрании, но подписи в протоколе откуда-то появились. В ситуации разбирается служба стройжилтехнадзора и правоохранители. По 13 решениям общедомовых собраний направлены иски в суд. Как предложение, при сборе бюллетеней нужна фиксация. Служба ведь работает уже с поступившими бюллетенями, и мы не знаем, как они поступили, инициаторы собрания. Всю эту цепочку проследить просто невозможно. И думаю, что если будет фиксация на каком-то одном лице, вот что он получил в таком виде бюллетени, то, наверное, будет проще разобраться, на какой стадии происходят неправомерные действия в отношении данных решений собственников. Представитель прокуратуры предлагает ужесточить требования к руководящему составу управляющих компаний, а собственникам повышать правовую культуру. Участвовали в собрании? Нет, первый раз вижу, все. Когда начинается более детальная проверка, то есть уже когда мы говорим о возбуждении какого-то уголовного дела, в том числе по фальсификации, оказывается, что да, я просто уже забыл. Я уезжала на дачу, и поэтому тут вот подписала быстро не глядя. Ну что такое подписать быстро не глядя? Да? То есть это же, в первую очередь, это ваш карман, это общедомовое имущество. Попустительство и безграмотность в коммунальных вопросах со стороны жильцов. Этим как раз и пользуются недобросовестные управляющие компании. Решено организовать обучающие курсы по созданию домовых советов. Такая практика уже была в регионе. Эффект есть. Всего лишь до 40% жилфонда собственники имеют какие-то сообщества, которые, в принципе, помогают им решить свои вопросы. Вот там, где эти советы созданы, почему-то, каким-то чудесным образом управляющая компания, неважно от того, какая слава за ней закрепилась по Республике Коми, работает прекрасно. На протяжении года будут проходить встречи с участниками отрасли, экспертами для решения вопросов в сфере ЖКХ. Правомерность корректировок и как их обжаловать – следующая тема. Ольга Коняева, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.